Дорогие товарищи, вот уже второй день я нахожусь здесь среди вас, в городе. Уже было встреч 5-6, и мне товарищи спрашивают, с какой целью вы приехали в город Нюрнберг. Ну, такой вопрос был правомерный, если я в Улан-Удэ или в Кызыл или другие города, кроме за пределы республики приехал, тогда могли бы спрашивать. Я сперва как-то даже чувствовал какую-то стесненность, почему люди спрашивают. Но когда в процессе беседы я понял, что у людей есть очень много проблем и ведомственного характера, проблемы городского хозяйства и проблемы, которые необходимо решать в масштабе республики. Встречаясь с людьми, я должен честно сказать, что укрепил я свою позицию, в каких отношениях, что те вопросы, которые год, полтора, 2 года тому назад республика ставит, его Верховный Совет, полностью совпадает с мнением, чаянием и болью трудящихся города Нюрнберга. Город хорошо информирован. То, что происходит в России, то, что происходит в целом по стране. Но я вчера и сегодня чувствую какую-то неудовлетворенность, что город все же плохо информирован о делах республики, какие вопросы ставятся республикой и как они решаются. И до некоторой степени есть и дезинформация. Я вот сошлюсь только в 2 моментах. Первое, вчера мне спрашивают, вот республика не хочет брать в собственность угольную промышленность, поскольку она убыточная. Я, честно говоря, даже не ожидал, что люди не в курсе дела. Это 13 августа еще, Верховный Совет Республики, его президиум, а потом 31 августа на сессии Верховного решено, все то, что находится на территории республики, переходит в собственность Якутской Саха-республики. Поэтому угольщики, нюрнбергцы должны понять, мы не делим, кто убыточный, кто не убыточный. Мы не собираемся брать под свою собственность республики, собственность народа республики, только те отрасли, которые приносят определенную прибыль. Нет, мы далеко от этого, от этой мысли. И второе, говорят, что вот руководство республики по его инициативе, что целевые вклады приостановлены. Я категорически отвергаю такое заявление и такое выступление, высказывание. Именно республика, его руководство в числе первых. И, кстати, были нюрнбергские товарищи, отсюда была специальная делегация в Москве. Мы с ним вместе именно пробивали председатель Совета министров республики, и ходил в кабинет министров, и Министерство торговли, и Министерство финансов пробивать именно данный вопрос, чтобы ни в коем случае то, что дается страной, уже решено в прошлом, сегодня такое довольно тяжелое, трудное и, можно сказать, нестабильное время, ни в коем случае отрицательно данный вопрос не решать. И вы помните, когда здесь приезжал бывший премьер-министр и бывший министр угольной промышленности, мы с вами тоже к этому вопросу возвращались. Дальше я просматривал городскую газету, и, к большому сожалению,
сессия Верховного Совета не освещена полностью. Там мы подробно излагали, в моем в частности сообщении было сказано о тех процессах, о тех принимаемых мерах, вернее, прошлом принятых мерах, период с 19 по 21 августа. Вот. Я должен сказать и попросил бы прессу, особенно газету и главного ее редактора, товарища Рыбаковского, опубликовать материал сессии, чтобы народ был информирован о тех мерах, которые были республикой приняты в эти дни, и решениях сессии Верховного Совета. Что сказать? Товарищи, я лично давно пришел к тому выводу, что деление республик – это искусственно сделанный процесс развития нашей страны, искусственно. И передовые мысли нашей страны, да и за рубежом, они недоумевают и непонятно относятся к той искусственно, что ли, разделенности нашей страны на союзные и автономные республики. Вы помните, я в прошлом году в первом съезде народных депутатов Российской Федерации изложил свою позицию, свое видение, как должна развиваться наша федерация в целом по стране, и как мы видим в составе этой федерации свое место, свою роль. И тогда я сказал, что народ трудящейся республики не могут согласиться, живя в такой богатейшей республике, не могли десятилетиями решать свои социальные проблемы. Ведь потребности-то наших людей скромные, надо сказать, присущие северному человеку, они исходят не из какого-то прихоти, а именно исходят из первой потребности, потому что без решения этой проблемы на севере жить невозможно. Ну как можно в бараке жить десятилетиями? Как можно жить в тех домах, которые совершенно не обустроены? И как можно минимально в талонах отовариваться? Вы помните, наверное, в одном из выступлений, по-моему, это третий съезд народных депутатов Российской Федерации, я приводил историческую справку, когда та же самые тяжелейшие годы войны в 1942-1943 годах у нас работающие в промышленности, служащие по карточке намного больше получали, чем сегодня, мяса, сахара, рыбы и так далее. Это 1942-1943 годы были. Разве можно сегодня согласиться на 1,5–2 килограмма мяса, на полкилограмма масла, там 2 килограмма или 1,5 килограмма сахара и так далее и тому прочее? Дальше вот насчет заработной платы. Особенно вот 3-4 месяца, ну что ли, стихийно пошло движение трудящихся рабочих нашей республики. Вопрос поставлен ребром насчет заработной платы. К этому, товарищи, я вчера об этом говорил, подтолкнуло само наше государство, само наше правительство страны. Ведь люди этот вопрос получают сегодня, допустим, в среднем, ну не Ренгри, я вот вчера был в автобазе большегрузных машин, где получают 1000–1200 рублей. И вчера, позавчера, как говорится, два года тому надо удовлетворило бы. Но поскольку цены так выскочили, я вчера об этом тоже говорил, если в среднем по стране на одного человека повышение цены и повышение цены на услуги составило 2000 рублей, то у нас в Якутии эта цифра подскочила на 2500 рублей. То есть от среднего показателя по стране 2,5 раза выше стало.
из них примерно компенсировано в виде повышения заработной платы, в виде компенсации, в виде того, что некоторая часть услуг взята на бюджете республики, примерно где-то 1500 рублей на одного человека, а 1000 рублей мы залезли в карман трудящихся. Вот. С этим, конечно, никто не может мириться. Я полностью поддерживаю то движение и ту постановку вопроса, которая диктуется именно реалию нашей жизни, повышение заработной платы. Нюрнбергцам, на мой взгляд, все же легче решать эти проблемы. Вчера я тоже на эту тему говорил. Вам надо было все же смелее брать на себя решение таких вопросов. Нельзя без конца ездить в Москву, Калининский проспект, Краснопресненский проспект и там попытаться добиваться решения этой проблемы. Я вижу в том, что вот максимально то, что необходимо для рабочего, для его прожиточного минимума, установить потолок, его заложить в себестоимость продукции и сказать, вот наша себестоимость такая, исходя из заработной платы, которая будет определяться. Дальше, после настойчивой работы и продолжительной работы, предприятия угольной промышленности, начиная с текущего года, ощутимые валюты будут получать за свою экспортную продукцию. С этой валютой тоже надо было разумно подойти. Некоторую часть, на мой взгляд, можно было обменить в внешнеэкономическом банке. Ведь сегодня, посмотрите, курс рубля, курс доллара в внешнеэкономическом банке составляет доллар 32 рубля в обменной операции. Вот вчера мы водителями на эту тему вели разговор. Вот у них их доля 12 миллионов. Но миллион можно было выкроить и обменять, продать на советские рубли и получить на 1 032 000 рублей. А фонд заработной платы этого предприятия, как мне вчера сказали, порядка 28 миллионов в год при 1000-1200 рублей. Вот только за счет этого мы могли бы удвоить и так далее. Следующая группа вопросов, на которой я хотел бы остановиться, это, товарищи, нам не только в разговорной речи, не только в совещаниях, а реализовывать надо все же создание параллельно внегосударственных структур. Не на словах, а на деле развивать предпринимательство. Я это особо подчеркиваю. Не только вот их на словах поддерживать, но их надо поддерживать и в финансовом плане. Вот тоже вчера я и сегодня приводил такие примеры. Вот посредническая деятельность. Орсы это тоже посредники. Они где-то закупают, привозят и продают. То, что они на лимитах, на фондах сидят, наши потребности никак не могут обеспечивать. С другой стороны, мы большие расходы берем этих УРСа, ХОРСа, Министерства торговли на себя, на бюджет района, на бюджет города, компенсируем так называемые транспортные расходы. А параллельно вот зарождается у нас, на мой взгляд, ее хотели, не хотели получить широкое распространение, только в этом я вижу какое-то, облегчение решения вопроса снабжения, улучшения снабжения трудящихся города и в целом республики, а вот посредники, которые имеют своих агентов в центре, Западе, Средней Азии, которые там закупают, потом привозят и вот здесь продают. Парадокс получается, мы государственные системы материально подкрепляем, а этих негосударственных структур не только подкрепляем материально, но еще большими налогами
из них изымаем. Поэтому пришло время и городскому совету взвешенно подойти и, на мой взгляд, определенно предусматривать в своем бюджете именно компенсация транспортных расходов посреднической организации, которая именно закупает в других территориях и привозит, и здесь продают. Надо серьезно поддерживать предпринимательскую деятельность, малые предприятия. Я еще раз повторяю, не только на словах, но и их материально подкрепляя. И специально уже пора в бюджете городского совета иметь статью для этих целей. Безусловно, трудящихся города Нюрнберга интересует, как будет продовольственное обеспечение жителей республики в текущем году. Я должен сказать, это никому не секрет, товарищи, производство в целом по стране и Российской Федерации идет все вниз и вниз. По прогнозам экономистов, прогнозистов, в текущем году где-то предполагается примерно уменьшение против уровня 90-го года, а вы знаете, 90-й год был ниже, чем 89-го года, 7-12% ниже. Урожай прогнозируется по стране и в России намного меньше, чем в прошлом году. И, безусловно, все это отражается. И нашу базу, на нашу базу продовольствия и промышленных товаров, мы сейчас принимаем, и я с убеждением могу сказать, что не допустим снижения снабжения товара первого продовольствия первых нескольких к уровню 90-го года. Если это добьемся, а я уверен, что мы добьемся, то это будет, конечно, большое дело. Второе, сейчас мы принимаем меры, чтобы создать в республике запасы по 4-6 видам продовольствия. Для этой цели республика выделила валюты, выделяет уголь на Бартенерменте, выделяет лес с таким расчетом, что кроме фонда, который мы сумеем завести по воде, по железной дороге, как говорится, в навигации, перед навигацией до 1 октября, кроме этого, мы будем создавать такой государственный запас. Поэтому я должен сказать, что трудящиеся республики должны быть уверены, спокойны в этом отношении. Мы не должны допускать снижения к уровню прошлого года. Вот это для начала, но я думаю, что у вас, присутствующих товарищей, представителей прессы, много, наверное, вопросов. Я готов сейчас. Программа ДВН. Михаил Ефимович, вот вы уже второй день в городе, у вас были встречи с трудовыми коллективами, и еще будут. Как, на ваш взгляд, находит ли понимание та политика, которую проводит руководство республики в трудовых коллективах нашего города? Это первый вопрос. Я дальше говорил, что все же дефицит информации, то, что делается республикой, руководством, Верховным Советом, правительством, как-то в таком ограниченном размере, в дозе доводится до жителей города. Но несмотря на это, встречи, я дальше говорю, что я укрепил свою позицию довольно серьезно, поскольку взгляды наши совпадают с теми трудовыми коллективами, с теми людьми, которые, что первое, это принципиально, что люди не хотят жить, как жили вчера. Второе, люди требуют, чтобы они, выдавая, как говорится, на гора громадное количество угля, экспортируя этот уголь, должны жить, получать по достоинству, по потребностям минимальным, которые они сегодня ставят. И второй вопрос. Как на сегодняшний день складываются отношения Верховного Совета Республики с Российским Верховным Советом? В человеческом таком отношении, да? Во всех. Во всех отношениях. Да, это... Есть какие-то проблемы с Верховным Советом России или полностью взаимодействие находите? Довольно деликатный вопрос. Я уже год как довольно тесно
с Борисом Николаевичем. Практически не бывает поездка в Москву без его встреч, чтобы не встречаться с ним, не обговаривать. Мы в хороших отношениях и Русланом Имрановичем Хасбулатовым. Вы помните, наверное, когда приезжал Борис Николаевич, когда он как-то выступал на сессии, так положительно относился к деятельности Верховного Совета нашей республики, когда он выступал в Верховном Совете Российской Федерации. И вас с аппаратом, довольно у нас хорошие отношения, кабинетом формируемый, президентским кабинетом, и знакомые, и до этого работавшие товарищи приходят. В общем, я должен сегодня сказать официально, что мы по многим принципиальным вопросам находим поддержку со стороны руководства и президента Российской Федерации. Борис Николаевич, он и начал предвыборной кампании, когда его председателем рекомендовали дать права автономиям, расширить их права. И на сегодня этой позиции стоит он.